Салем, достар! Да, это Жорттың баласы на канале архитекторов. К сожалению, в следующих нескольких выпусках меня не будет, потому что после того, как мы отсняли Юг, я заболел. Сами знаете, в какое время мы живем. Но вы не переживайте, меня заменит Асл, режиссер нашего проекта, который расскажет вам о городах Казахстана ничем не хуже, если даже не лучше меня. После первых двух выпусков «Иде» мне поступило много вопросов от вас, и мне надо бы на них ответить. Как вы помните, еще год назад я снял свой честный обзор на архитекторов, в котором я со скепсисом отнесся к проекту, но в целом его поддержал. После этого я даже прилетел в Астану, мы с ними пообщались, я посетил их офис, и вот родился проект «Иде». Многие до сих пор не поймут, почему я их поддерживаю, почему я с ними и так далее. Я изучил все, чем они занимаются, и понял то, что наши интересы совпадают. Когда я учился в университете, моя основная цель была борьба с коррупцией. Мои одногруппники не дадут соврать, то, что я каждый день ходил и говорил: если бы я работал в антикоре, я бы посадил бы своих близких друзей, родственников, несмотря ни на что, если они будут замешаны в коррупционном скандале. А одна из целей архитекторов — это именно борьба с коррупцией, что для меня лично очень важно. Я тоже, друзья, вначале осторожничал, я наблюдал, я вот ждал момента, знаете, когда они заявят о своих политических амбициях и спалятся то, что за ними стоят какие-то агашки. И тогда придет конец им и мне тоже, потому что я поддерживал их проект. Но прошло уже 2 года, и всем стало понятно, что это обычные ребята, которые переживают за будущее нашей страны. Согласитесь, если бы были какие-то левые движения, их бы давно уже разоблачили и хлопнули. Правильно? Я, друзья, тоже стал генезисом, подписал петицию и поддерживаю то, чем они занимаются. Если вы тоже человек неравнодушный, переживаете за будущее нашей страны, переживаете за народ Казахстана, потратьте 2 минуты своей жизни и поддержите ребят. Ваша маленькая подпись может привести к большому светлому будущему. А теперь переходим к выпуску. Приятного просмотра. «Иде. Тур по городам» — это шоу, в котором Хаким и Асылбек посетят все регионы Казахстана и дадут объективную оценку каждому. Страна — это люди. А как же они живут на самом деле? Мы с вами вместе это узнаем. Добро пожаловать в путешествие по родному дому. Мы находимся возле монумента, который называется «Сильнее смерти». Это мемориал жертвам ядерных испытаний Семипалатинского полигона. Центр Алаш-Ординцев, родина великого Абая и город, в котором родился казахстанский футбол. Мы в семье, друзья. Поехали. Погнали. В этом выпуске вы увидите, где находятся самые плохие дороги в Казахстане. У нас ужасные дороги, особенно на судоремзаводе. У нас прям идешь и грязи по колено. Дороги. О чем устали молчать местные жители. У нас самый добрый народ в семье. Почему нас так не любят правительство, я не знаю. В каком состоянии знаменитые мосты города. То, что вот мост там рухнул, ну ничего страшного, все знали, что он рано или поздно упадет. Чё? Поэтому... Мы только заезжаем на мост, и здесь вот такие вот бомбоубежища просто. Что не так с общественным транспортом? Заранее. И бір жарым сағат, 2 сағат тұрғанбыз осылай. И полный отыра алмаймыз, вообще невозможно. Автобуста жүру это вообще. Как БМВ, ASAP Rocky и канал BBC связаны с обычным парнем из окраины Семея. Обычно это просто ссылку скидывают. Я так, ну ладно, типа открываю, а там ASAP Rocky у меня просто вот. Почему спортивный комплекс Абай-Арена можно ставить в пример другим городам? У нас дети здесь занимаются бесплатно. Серьезно? По разным видам спорта. Какие дома построили для пострадавших от пожара в Риддере? Да. Все устраивает. Да, я классно. очень благодарна государству. Я, конечно, что они нас не бросили меня в трудную минуту. Ну и какой курьезный случай произошел во время интервью с Акимом? Одежда. Новая книга, толку с тебя никакого нету.
Семей. До 2007 года Семипалатинск – город областного значения Восточно-Казахстанской области, расположенный по обоим берегам реки Иртыш. Это крупнейший город Казахстана, не являющийся центром области или городом республиканского значения. До 1997 года является областным центром, расформированной на данный момент Семипалатинской области. С начала прошлого года по поручению президента страны Семею предоставлен статус исторического центра. Население города около 350 тысяч человек. В Казахстане город принято считать культурной столицей, так как многие его выходцы являются основоположниками казахской культуры и творчества. Здесь родились такие личности, как Абай Кунанбаев, Мухтар Ауэзов, Шакарим Худайбергенұлы, Бибигуль Тулегенова, Роза Рымбаева и немало других выдающихся людей. В 40 километрах от города находится точка, которая является географическим центром Евразии. Мы приехали в место, где в древности начинался город Семей, и я всегда мечтал это сделать в стиле телевизионных репортажей. Я сейчас опишу вам это место, как будто вы смотрите региональный канал. Старая Семипалатинская крепость была основана в 1718 году русскими первопроходцами на месте полуразрушенного джунгарского города-монастыря. На тот момент целыми остались только 7 храмов, они же палаты, именно поэтому город называется именно так – Семипалатинск. По поручению Андреева были построены крепости. Андреев, это, кстати, его называют отцом-основателем города. И Ямышевские ворота – это был как раз-таки вход в сам город. И что удивительно, что эти ворота пережили все крепости, и они были целые аж до 1970 года. Но, к сожалению, в 70-е годы прошлого века советская власть поручилась снести все исторические объекты, так как это не соответствовало новому облику города. И, к счастью, в 1975 году было поручено построить макет тех самых ворот, который в точности повторил ту же самую архитектуру. Ямышевские крепостные ворота являются памятником республиканского значения. И знаете, что обидно, друзья? Что здесь разрисованы стены. Например, здесь реклама телеграм-канала, который продает нелегальные товары. Это просто позор на таком месте. Хорошо, едем дальше. Здесь стены разрисованы. Здесь написано А плюс О равно love, Z плюс А, Дана, я тебя люблю, PS, Дошан. Не будьте как Дошан. Есть много других интересных способов, как можно это сделать, и при этом не портить имущество города и не вредить другим людям. Ну что ж, друзья, где как ни на рынке мы увидим настоящую жизнь города. Рядом со мной стоит Эльдар, это мой хороший друг, это чемпион Жайдармана, человек, который играл в высшей лиге КВН за сборную Коргалжино. В общем, он настоящий семейский парень, коренной житель, и он нам будет сегодня рассказывать про плюсы и минусы городов. Эльдар, вот Семей в 2 словах. Как можно забытый город. Почему забытый? Ну, как область убрали. Переехала Вускоман. Да, с этого времени вот чуть-чуть мало внимания в этот год. Больше Вускоман. Это огромный рынок, считается, рынок Жансая. Здесь, я как слышал, работает половина населения города, да? Да, город, получается, зарабатывает чисто на торговле и на госработе. А там других работ там очень мало. Мы находимся в центральном парке Семея. По словам местных жителей, в 2018 году была инициатива реконструировать его, и объявили вот такой вот большой проект, на который было выделено около миллиарда тенге. В 2019 году начались работы, но, к сожалению, этот проект стал долгостроем, очень долго сдавались объекты, постоянно были какие-то реконструкции. Сейчас мы находимся в этом парке, и, в принципе, на первое впечатление, как я вижу, здесь довольно мило и красиво. Рядом со мной Нариман, он будет нашим гидом по Семею. Он будет сегодня показывать мне достопримечательности, людей и какие же есть проблемы в этом городе. Нариман является музыкальным продюсером и организатором концертов. Ответь мне на такой вопрос. Ты живешь в городе Семей и, получается, не уезжаешь, несмотря на то, что у тебя движняк республиканского уровня. Но этот город для меня как родной, я, можно сказать, патриот своего города. И я хочу, чтобы, хоть и я был здесь, находился, тот же самый движняк, который делал во всех городах, связывался, то есть я был мостом, можно сказать, для Алматы и Астаны. Поэтому я остался тут, продвигать местную молодежь или какие-либо мероприятия. Зачем искать развитие где-то, когда можно развитие привести сюда, правильно? Да, все верно. Как называют жители Семея? Семейчане? Семейчане в основном семские говорят, брат. Семские? Да, типа, откуда ты семских, брат? Семипалатинцы, да, еще говорят? Это вряд ли. Назовите главный плюс, по вашему мнению, и главный минус города Семей.
свой город Семей, потому что он молодежный, вот как сказали, действительно, и для нас, для стариков, прекрасно. Я как житель, просто ощущения свои. Прекрасная набережная, прекрасная площадь с фонтанами, прекрасный парк нам подарили. Пусть недолго, да, с недоделками, пусть где-то что-то не достелили. Ну, посмотрите кругом, вот ребятишки радуются, они впервые это все видят. Но наш город, он районный, как Аякус, понимаете? Деньги районные, как понимаете. Поэтому есть. То есть дело в бюджете, скорее всего. Да, дело в бюджете. Как вам работа акима? Я сама бывший работник акимата. Я 7 лет на пенсии теперь. А до этого работали? Да, до этого. Смотрите, я ушла на пенсию с акимата. У вас сейчас есть возможность показать обратную правду. Вы я вообще вот смотрю Инстаграм. И когда ругают, что кто-то там сидит на наши деньги, это неправда. И на них такой объем работы. Один человек, вот я по себе сужу, надо 100 вопросов сразу решить. Сегодня, сейчас, всем. Очень трудная работа, и у них такая же работа, они работают не меньше, а получают меньше. 100 тысяч оклад главного специалиста акимата. Ассалам алейкум. Алейкум. На камеру теперь. Вот бүкіл қаланың плюстары, минустары қандай? Ну, везде бардак, чистота нету. Минусы сол, туалет жоқ, культура жоқ, жол жоқ. Мусор, автобус. Мусор бар. Мусор көп, автобус жоқ. Халықтың жағдайы жақсы біз. Семейдің адамдары қандай сіздің ойыңызша? Как ауылдың адамдары секілді бәрі жуас. Средняя зарплата в городе Семей примерно какая? Хоть и говорят там, что большая, но на самом деле все продавцы, которые полгорода, наверное, продавцами работают, 75 тысяч. Семей самый большой плюс города какой? Я думаю, самый большой плюс – это, наверное, только люди. Других плюсов я не вижу. Общительные, понимающие, ну, мне так кажется. Что нужно вот изменить в городе Семей, чтобы улучшить жизнь граждан? Ну, что улучшить? Это, прежде всего, наверное, быть честным от верху до самого низу. Да. Другого варианта я не вижу. У вас избрался новый аким. Как вы думаете, чего ждать от нового акима? Вы знаете, ну, просто в надежде. Всегда надеемся, да, всегда надеемся, что таким новый аким нам что-то даст новое. Как бы проблем много, но люди не теряют надежду в этом городе. Все люди не теряют надежду, и мы в том числе, что что-то изменится. Ну, дороги. У нас ужасные дороги, особенно на судоремзаводе. У нас прям идешь и грязи по колено. В центре, да, конечно, там тротуары более-менее. То есть у нас там об окраинах забыли, а в центре все нормально? Ну да. У нас там ни детских площадок, ничего нету. Асфальт весь раздолбанный. Вот если вдруг гости приедут из другого города первый раз в Семей, куда вы поведете в первую очередь? Ну, я не знаю, как бы... Можно в центр города. Ну, лучше всего дома, наверное. Дороги у нас отвратительные. Так же ведь? Автобусы у нас не ходят. Так. Мост посмотрели наш? Какой мост? Это же безобразие полнейшее. Который закрыли, да, имеете? Который закрыли, конечно. Да. Вообще ужас. Разве так можно? Ни в одном городе такого не видели. Все разрушили. Видели нашу обувную раньше фабрику? Кто сделал? А наш гормолзавод, наш мясокомбинат. И что? Наш город во что превратили? В аул? Лишили промышленности. Всего лишили. У нас самый добрый народ в семье. Почему нас так не любит правительство, я не знаю. Почему такое отношение? Про дороги Семска, кажется, действительно забыли. Даже передвижение по рынку было некомфортным. Единственное, что радовало, это советский автомат с газированными напитками. Короче, здесь есть дыня, тархун, без названия, арбуз и газированная вода. Я хочу арбуз попить. И слушай, очень кайфово. Я вообще вот такие автоматы, я не знаю, когда последний. Я видел только в кино, наверное, такие автоматы. В советских фильмах. Будете, пацаны, что-нибудь купить там? Дима, Люба, иди сюда. Я за вас сегодня 5 штук заплатила. Ну-ка, встал быстро. Как вы видите, Дима рядом с нами. Да. А за что вы заплатили 5 штук? Ну, сегодня у нас такая была выходная прогулка. Дети попросились на горпарк. Парк развлечений. Парк развлечений, да. Ну и, в общем, там развлечения, всякие там аттракционы очень такие экстремальные, вот, дорогие. Чтобы детям покататься, покайфовать. Да. 700 рублей, тенге, 400 тенге. Естественно, мороженое, кукуруза.
кукуруза, пирожные. Ну, средний чек, если у меня есть дети, например, Дима и... Люба. Да, например, я хочу Диму и Любу сводить в парк, покататься на аттракционах. Для этого у меня в кармане должны быть 5000 тенге. Ну, помимо этого, дети проголодались после аттракционов, там что-то немножко внутри тряслось, пришлось зайти в кафе и закушать все это мясом. Поэтому... Да, это еще с учетом того, что Димка за двоих ест. Да, он и взял 2 порции мясных. Какие плюсы и минусы города Семей вы бы выделили со своей стороны? Вот, знаете, вообще я патриот своего города. Вот. Я минусов здесь не вижу. Я не вижу минусов. Меня все устраивает. В городе Семей вас все устраивает? Да. А как же, например, мусор, например, дороги плохие или там что, мост разрушается? Ну, я считаю, что это текущие проблемы. И их решают насущно. Все вот эти проблемы, на которые жалуются, они все, в принципе, решаемые. А у города абсолютно никаких минусов нету. Нет, допустим, вот деньги есть, развлечения есть, качество продуктов все устраивает, безопасность устраивает. Я же говорю, что транспортное сообщение очень хорошее, автобусов много, то есть несколько можно добираться. И то, что вот мост там рухнул, ну ничего страшного, все знали, что он рано или поздно упадет. Чё? Поэтому мы довольны, есть новый мост. Да, ну есть мост, есть мост. Нет, нет, ну ничего страшного, что париться. У меня, вот я говорю, что меня все устраивает. Я хожу, много очень современного, много этого. Знаете, я сейчас с вами поговорил, я так полюбил жителей Семея, вот я хочу даже остаться здесь. Давайте мы вот так вот вчетвером в камеру, все вместе, воздушный поцелуй для жителей этого города, потому что они такие прекрасные сделаны. Поцелуем ладонь, да, и вот так. Да. Семей, мы тебя любим. Мы тебя любим, Семей. О, Господи, я уже и забыла, что это такое. Ну что, ребят, как дела? Хорошо. Да. Чем занимать, чем мутите вообще? Мы в лагере. Вы все друзья? Да, почти. Да. Почти. Он плохо с вами общается, да, конечно? Как вам живется в Семее, пацаны? Нормально. Нормально. Хорошо, отлично. Да. Как вы относитесь к работе акимата этого города? Ну, в среднем. В среднем? Да. Серьезно? Почему так? Не знаю, дороги. Семей с самого детства политически активный город, и каждому жителю города не безразлична вообще работа служб города, и вы смотрите ли? А что не так с дорогами, парни? Вроде нормально же, нет? Нет, много ям и дырок. Много ям и дырок, утверждает юный житель. Сколько тебе лет? 12. 12-летний пацан знает, что ям и дырок много. Я думаю, взрослые должны тоже это заметить. В целом, как вы проводите свой досуг? Вот выходные, вы говорите: мам, пап, я хочу пойти отдыхать. Что вы делаете в этот момент? Я с друзьями гуляю. Ты гуляешь с друзьями? Ты так не делаешь? Ты вообще расходов не приносишь домой, да? Ты говоришь: мам, пап, сидите дома, я пошел выжил. Правильно? Они на работу идут. Они на работу? А на выходных? Дома. На выходных дома? Иногда. Как тебя зовут? Айдос. Уважаемые родители Айдоса, парнишка говорит, что родители все время на работе, а на выходных дома. А это моя сестра. А еще и сестра. Дети хотят играться, гулять, сходить в парк. Сводите их, пожалуйста. А то ходят непонятно с кем гуляют. Вы посмотрите, им доверять нельзя. Да, особенно ему. Да. Хорошо, давайте, друзья, ваши. Да, родители этого парня, этой девушки, сводите их куда-нибудь погулять. Ласкамил маму-то. Ну что ж, друзья, на этой очень странной волне наше общение в парке прекращается. Мы едем дальше в город. Ну что, детишки, я предлагаю толпой на перегонки побежать до того столба. 1, 2, 3, поехали! Эльдар, вот только что мы у людей, спрашивали, вот расскажите про проблемы, как бы люди открыто же заявляют: вот у нас дороги плохие, вот у нас вот здесь проблема. Как на это реагирует вот акимат? Именно нынешний акимат, он, не борется с проблемами, а борется с теми, кто их озвучивает в данный момент, вот так. А до этого был аким один, Ермак, я с ним был лично знаком из АКВН. Вот он что-то делал. При нем, вот, например, построили Абай-арену, там, новый район. А вот как он ушел, вот чисто вот там с оппозиционерами борется. Вот так вот сейчас. Ну вообще здесь как молодежь как отдыхает там? Бухает. Кто бухает, кто так,
Здесь, короче, делится на два. Либо бухают, либо не бухают. Вот. Развлечения, вот, PlayStation, там, донер, пивасу попил там кто-то. Да. Вот так вот. А таких нет, да, в кино, чтобы сходить? Не, есть в парке погулять? Да, но это помладше там. Молодежь. Не пробовали бухать. Те, кто пробовал, они стали на такой путь. А тут вот КВН играл. Сейчас как с КВНом вообще дела? В данный момент из-за пандемии нету КВН. А так вообще давно классный был КВН. Да? Именно на казахском, да. Ну, вообще говорят, что в семье, действительно, я сам лично знаю много хороших команд. Да. Моя любимая вот, команда «Шатыр», кстати, такая есть. Семские пацаны. Еще была «Альянс семей» команда. И непосредственно Эльдара команда — это элемент семей. Есть такое поверье, когда много юмора вообще в городе, значит там много проблем. Потому что весь юмор о насущном, и людям много над чем есть посмеяться. Да? То есть если здесь КВН станет поменьше, значит город чуть лучше стал, да? Уже не будет тем, будет шутить. Лично я стал чемпионом из-за таких проблем. Я шутил на эти темы, и они были более выигрышные, чем у других команд. Осы ойынға дейін біз семейдің мәселесін қозғап келдік. Бүгінгі ойыннан бастап семейді жақсы жағынан көрсету керек. Онда әкімнің үйін көрсетейік. Қуаныш, менде акимат жайлы әзіл бар. Акимат туралы айта бермеңдерші. Біле білсеңдер, менің әкем семейде акиматта жұмыс істейді. Өтірік айтпай керім, семейдің акиматында ешкім жұмыс істемейді. Эльдар. Кайф. Ребята, КВНщики, дерзайте, делайте. Семские КВНщики, они легендарные. После такого мы изрядно проголодались, и так как этот город считается молодежным, мы решили покушать студенческую еду. Друзья, мы взяли попробовать местный донер, Дамды донер, да, кажется. Да. Со мной сидит эксперт по донерам, в общем, это мой друг, кто знает канал Тарих Марих, вот его автор, и сейчас он является редактором на нашем проекте, то есть сценаристом, автором, редактором, а иногда и режиссером. Поэтому мы с Мике со студенческих времен знаем толк в донерах и решили сделать обзор на это. Первый плюс, сразу скажу, то, что они кладут фольгу. Да. То есть, если ты в течение полчаса ее не пахал, он до сих пор будет тепленький. Более-менее свет, сразу плюс, да. И размер, кстати, неплохой такой. Погнали? Вообще донер хороший, сам по себе. Донер очень хороший. Я сейчас до отсюда дойду и точный вывод сделаю. Да. Мясо суховатое здесь. То есть мы пришли под вечер, может, если в обед прийти. Когда мясо свежее, да. Мясо фри, в принципе, свежее, оно уже застоялось, видимо, и подсушилось. Но это не сильно влияет. Ну, просто если такие, как мы, эксперты, кушают донер, то они замечают такие. А обычные люди не замечают. Возьмет и скажет, вкусно. Ты еще заметил, как он сделан? Когда кусаешь, ты огурец берешь, и мясо берешь, и фри берешь, и соус берешь. То есть нет такого, что с одной стороны соус. С одной стороны мясо, да. Да. Донер он должен быть таким. Кусаешь, и ты все кушаешь. И ты все, да, должен. Здесь вот эта вот консистенция именно правильно распределена по всему донеру. В общем, скушав половину донера, мы хотим вынести вердикт. Донер в Семее – это 7 из 10. По крайней мере, донер Дамда. Город Семей расположен по обе стороны реки Иртыш. Именно поэтому здесь имеется вот такое вот количество мостов, друзья. Вот. На заднем фоне мы можем видеть старый мост. Сейчас он находится в полуразрушенном состоянии, и он перекрыт, из-за чего в городе увеличилась нагрузка на новый мост, и количество пробок просто колоссальное. И знаете, очень обидно наблюдать за этой картиной, потому что не впервые это уже происходит. Он постоянно ремонтируется, но постоянно его закрывают снова на ремонт. А на заднем фоне тот самый легендарный подвесной мост. Сейчас мы к нему ближе подойдем, посмотрим на него уже воочию. Здесь еще один мост. Ну, очень прикольно это смотрится, что такое количество мостов есть вот в таком вот городе. Наверное, единственный город Казахстана с такими достопримечательностями. Ну и, конечно же, мы находимся возле знаменитого подвесного моста города Семей. В 1998 году его построила японская компания. Это было просто супер событие для этого города. Но, к сожалению, спустя 7 лет состояние этого моста оно очень сильно ухудшилось, потому что нужны большие средства для его постоянного содержания и поддержания его хорошего состояния. И, к сожалению, в бюджете города выделялись не такие достаточные средства для этого обслуживания.
Он напоминает те самые американские мосты из кино. И сейчас я сяду за руль и попробую ощутить это истинное удовольствие. Пойдемте. Мы начинаем наш путь по Сан-Франсемскому мосту. Что ж, выезжаем. Здесь я хочу, чтобы песня была на фоне. If you're going in Сан-Франсемск. Воу. Это... Братан, сними это просто смотрите. Мы только заезжаем на мост, и здесь вот такие вот бомбоубежища просто. Вот такое минное поле. Конечно, я сейчас исполнил свою мечту, но чуть-чуть не такой я себе ее представлял, потому что здесь нету разметок почему-то. Здесь везде кочки. Наверное, будем надеяться, что он ремонтируется, но не такое это удовольствие. Знаете, вот, друзья, культура вождения в городе Семей, она весьма своеобразная, потому что в городе часто не работают светофоры, постоянно ухабины на дорогах, ну и плюс нету камер, которые фиксируют скоростной режим, которые фиксируют полосы, и из-за этого такой достаточно беспорядок здесь. Как говорят местные водители, в принципе, им это нравится иногда, потому что нету штрафов, но если говорить о безопасности, то это очень... Можно вызвать свою адреналиновую зависимость, если привыкаешь к таким дорогам. Друзья, мы сейчас стоим, в общем, на окраине города Семей. Это микрорайон, это район, да, называется? Да, Водный. Да. Ага. Рядом со мной Ельжас, житель этого района, всю жизнь здесь прожил. Расскажи, пожалуйста, про свой район. Что здесь классного, что здесь не очень классного? Во-первых, тут как бы зеленая зона. Ага. Тут многие едут отдыхать. А сама молодежь, тут очень много талантливых людей. Дзюдо ездили на Олимпиаду. Вот, это, бывают такие люди. Вот, музыкой все увлекаются. Вот. Творческая молодежь. Да, молодежь. Здесь андеграунд, короче. Ну, это не Ленинск, конечно, но это Водный. Да. В этом плане, да. А я слышал, что на окраине здесь нету воды. Да, это получается в том году начали они копать. И по каким-то непонятным, я не знаю, делам, или что у них там, может, в плане финансов, они остановили, но ведутся, они, получается, обещали. Работы ведутся? Да, ведутся. А сколько лет нету воды? Это всегда Не, было? вода есть, но она соленая, получается. Пить, ну, невозможно. Кто пьет, то он уже, получается, освоился, и он ее пьет. А кто вот, если вы даже сейчас попьете, почувствуете, она такая соленая, и после нее еще охота пить. Вот здесь у нас должно было быть детский садик, получается. Его тоже сколько обещали делать, так и не сделали. А по факту, по плану он должен был стоять, а по факту его нет, получается. Да. Район Водный и вправду был в очень печальном состоянии. Наша машина еле проезжала по местным дорогам, и в целом складывалось впечатление, что это не город, а какой-то богом забытый аул. К слову, по словам местных, в городе немало районов, похожих на Водный. Но сюда мы приехали не просто так. Дело в том, что здесь живет один из самых крутейших саунд-дизайнеров Казахстана – Даррен. Он работал с такими топовыми брендами, как BMW, Pepsi, канал BBC, а также с крутыми западными исполнителями, как Мигос и A$AP Rocky. Давно ты этим занимаешься вообще, саунд-дизайном? Где-то лет 5. Лет 5 занимаешься, да, точно. И уже есть определенные колоссальные успехи, да? Есть, чуть-чуть, по чуть-чуть. Давно в Семске живешь? 20 лет примерно. 20 лет. Да. Ну, то есть переезжать ты не собираешься отсюда? Почему? Здесь привык, в другом городе, да, не могу. Охота все равно вернуться домой. И всегда так, когда То есть таланты все равно с маленьких городов выходят. Да. Как так получилось, что ты с A$AP Rocky начал работать? Он тебе сам позвонил, сказал: братан, я тут клип делаю, короче, можешь замутить мне звуки, вообще саунд-дизайн добавить? Это так происходит? Нет, это все через режиссера Айсултан Сеитов. Мы с ним много лет уже работаем, сотрудничаем. И он мне скинул, что есть один проект. Обычно это просто ссылку скидывает. Я так, ну ладно, типа открываю, а там A$AP Rocky у меня просто вот так я ему... Много ли такой молодежи, вот как ты, что в Семске занимается такой голым творчеством, сугубым творчеством? Ну, я после колледжа сразу на завод пошел. По профессии я газовщик, газ-баллоны таскал, оттуда ушел, на базаре работал, тоннери делал, шлакоблоки. И вот так как-то получилось, что есть рядом радиоздание. Я всегда думал,
чем они зарабатывают, что они делают, и как-то резюме отнес, устроился и понял, что на радио это в основном эффекты, как бы всякие вот такие. А можешь показать, радио есть у тебя вот для радио, которое ты делал? Это же вот это радио. Для радио у меня старые есть, надо покопать. Всем добрый день! Сегодня я на радиостанции 7. Я ее очень люблю и всем слушателям желаю хорошего музыкального настроения, отличных выходных и много-много счастья. Радио 7. Это ты мутишь, да? Всем привет! Меня зовут Алина. Желаю всем отличного настроения и... Радио 7. Ребята, вот. Кто, наверняка, многие задумались, кто же делает вот эти звуки, вот эти скрежет, радиодача, там, не знаю, русское радио. Это вот такие вот скромные ребята, как Даррен. На самом деле, это настолько тонкая работа. Вот есть работа музыканта, да, есть определенный там, кто владеет клавишами, кто владеет там домброй или гитарой. А эти люди, они должны владеть настолько тонким чувством музыки, чтобы добавлять вот такие эффекты. Благодаря Даррену я убедился, что семские жители настоящие патриоты своей местности, потому что, имея возможность переехать, многие жители не хотят покидать свой родной дом. Мы находимся возле действующей пожарной части города Семей. Исторически так сложилось, что в городе очень много частного сектора, и с вот этой вот вышки наблюдали, получается, за всем городом, и когда случался пожар, объявляли тревогу. Эта пожарная каланча сохранила свой первозданный вид, единственная в Казахстане, кстати, и ей в 2017 году исполнилось целых 100 лет, ребята. Так что смотрите, какая она превосходная просто в своем историческом виде. В здании пожарной части находится вот такой вот мемориал, где пожарные Семипалатинска, участники Великой Отечественной войны. Здесь вот такой вот памятник для них. А здесь фамилии, имена и даты рождения и даты смерти пожарных Казахстана всей страны, которые погибли при исполнении. Друзья, мы сейчас находимся на одной из центральных остановок города Семей, и здесь сейчас происходит такая ситуация. Мало того, что в Семее есть автобусный завод, здесь автобусы ходят старые. То есть ситуация какая была? Были старые автобусы, их убрали, по городу начали ездить чисто новые автобусы, зеленые, такие красивые, но потом их убрали и вернули старые. То есть в этом и ирония Семея. Здесь в микрорайоне Водный нету воды. Здесь есть автобусный завод, но нету автобусов. Понимаете? Здесь как бы много машин, но нет дорог. И, сейчас пообщаемся с людьми, узнаем, что они думают насчет этой ситуации. Автобустармен қандай проблема бар Бір сағат алдыда шығамыз жұмысқа вообще по идее. 1 сағат бұрын шығамыз жұмысқа. Заранее. И 1,5 сағат, 2 сағат тұрғанбыз осылай. И полный отыра алмаймыз. Вообще невозможно. Автобуста жүру это вообще. А қашан алып тастады? Уже бір айдан асып кетті, уже автобустар жасылдар жоқ, вообще мүлдем жасыл автобустар жоқ. Бір линияда 2 автобус, бір автобус жүреді даже. И то оны здесь снимаемыз, қалқаламыз, таксиға отырамыз, приходится таксиға. Қанша болды максимум? Қанша тұрсыз? 1 сағат тұрамыз. Жарым сағат болды. 1 сағат, да? У всех, да, такая проблема? Ну, да, все вот стоят, сколько ждут. Такси каждый человек. В среднем люди ждут автобус. Вообще не было автобуса. Минимально не было ни одного. Все на такси ездили. Это вообще... Видите, пацаны, смотрите, вот какой полный, кипиш. вот сейчас вот народ ходит, половина зайдут. Даже вчера мы не зашли. Мы остались. Уже полный, уже несколько человек, мы остались сзади, где-то 5 человек. Не смогли. Невозможно вообще, я не знаю, как ездить на работу. Да. Вчера мы на такси ездили, например. А вы знаете, что здесь автобусный завод есть на самом деле? Ну вот зеленые автобусы до сих пор стоят, Вообще эти пенсионный фонд еще не оплатили, А из-за чего их отменили, не знаете? Пенсионный фонд не платили им. Два года уже не платили им пенсионный фонд. То есть водители автобусов сами им не платили за пенсионный фонд. 2 года.
И вправду, углубившись в проблему, мы узнали, что свои действия бастующие водители автобусов объясняют тем, что на протяжении почти 2 лет им не делают пенсионных отчислений. Как думаете, какую сумму работникам уже задолжали? Оказалось целых 120 миллионов тенге, а налогов в общем на более 500 миллиарда тенге. Коммерческий директор автопарка заявил, что акимат обещал решить данный вопрос после того, как будут выделены субсидии. С момента съемок прошло почти 3 месяца, поэтому, уважаемые жители Семея, напишите в комментариях, как сейчас дела обстоят с автобусами. Мы сейчас находимся возле культурно-спортивного комплекса «Арена». Это новое любимое место для местных жителей. Это Жаслан, он работает здесь пресс-секретарем. Что это за место вообще? Что это такое? Я думал снаружи, что это стадион. Вот, он так выглядит, по крайней мере. Ну, в принципе, можно и так сказать. Данное место является новой достопримечательностью города Семей. Если до этого считалось таким ярким символом города Семей, это наш подвесной мост, то теперь это наша новая достопримечательность в новом районе, микрорайон Карагайлы, культурно-спортивный комплекс «Арена». Абай-арена – многофункциональный спортивный комплекс нового поколения. Он построен в соответствии с мировыми стандартами и рассчитан на 5000 мест. Предусмотрены помещения под кинотеатр, кафе и детскую игровую зону. Внутри имеется олимпийский бассейн с трамплинами и 10-метровой вышкой. На территории комплекса разместились залы для занятий футболом, волейболом, гандболом, боксом и фитнесом. А вот если, допустим, ребенок хочет заняться каким-то спортом, прийти сюда в арену, нужно ли за это платить? Или есть какие-то бесплатные секции? А вот про это хочу отдельно отметить, что у нас дети здесь занимаются бесплатно. И это все спонсируется государством? Да, все верно. И дети полностью бесплатно занимаются. Еще стоит учесть, что в данном микрорайоне Карагайлы в основном выдавали квартиры для многодетных семей. Как мы уже сказали ранее, арена расположена в новом микрорайоне Карагайлы. Оказывается, когда планировали этот район, стояла планка построить лучший микрорайон в Казахстане. Получилось ли это? Это мы узнаем со временем. Но на данный момент здесь есть детские площадки, умные фонтаны, новые дома, ну и в принципе все выглядит довольно свежо и современно. Вот, друзья, я очень впечатлен этой ареной. Если у нас будет в каждом городе вот такие места, я думаю, развитие спорта и вообще сферы развлечений, да, будет, просто колоссальный уровень у нас будет в стране. Вот. Я слышал, что в районе вот этого Карагайлы раньше было какое-то древнее поселение. Да, конечно, задокументированный факт, что на месте этого района было поселение раннего Железного века. То есть здесь люди и раньше жили, и сейчас живут. То есть. Да. Вот мне интересно, здесь, когда было древнее поселение, наверное, там был древний ЖЭКС и древний Инвиктус, да? Возможно. Да, где были тренажеры такие каменные. Возможно. Да. Нет, круто. Вот арена просто вау. Пусть в каждом городе будет такое место. Пожалуйста. Это шикарно. В заключение хотелось бы сказать, что Семей является одним из самых противоречивых городов в Казахстане. Мы заметили, что здешние проблемы практически коснулись каждого жителя. И примечательно то, что все с уверенностью озвучивали недостатки своего региона. Но если говорить о благоустройстве, то очень печально наблюдать то, что происходит с городом сейчас. Если честно, это даже немного шокирует. Но мы будем надеяться, что статус исторического центра позитивно повлияет на нынешнее положение. Семей всегда славился своей интеллигенцией, личностями и культурой. И, наверное, самой лучшей благодарностью народа будет отплатить тем же этому региону. Спасибо тебе, Семей, за гостеприимство и искренность. Теперь мы с уверенностью можем сказать: без идемс. На самом востоке Казахстана есть промышленный город Риддер, в который мы отправились с нашей командой. Дорога с Усть-Каменогорска заняла несколько часов, и по пути открывались невероятные виды. По ощущениям, мы будто ехали в то самое тридевятое королевство из сказок. То, каким мы его увидели, навсегда останется в памяти всей съемочной группы, поскольку мы не знали, что ожидать от столь дальнего городка. Но то, что происходило в течение дня, просто поражало своей непредсказуемостью. Лично для меня это особенный выпуск, поэтому присаживайтесь поудобнее. Мы едем в Риддер. Мы приехали в аул, который называется Черемшанка, буквально 1 километр до города Риддер. И здесь вот просто такой небольшой базарчик, в котором продаются абсолютно просто все дары леса. И сейчас мы пообщаемся. Здравствуйте. Расскажите мне, что у вас есть прям супер особенного? У нас все супер
особенного. Я слышал, что у вас продается медвежий жир. Есть это правда? медвежий А где жир, он? да, Можно правда. посмотреть на него? Вот здесь посмотрите. Ребята, медвежий жир просто, представляете? Вот это когда-то было в медведе. Облепиховое масло здесь у нас. Настойка сосновой шишки. Вот на самом деле здесь каждый вот этот элемент, который здесь присутствует, это просто для здоровья, просто там супер-пупер вау. У вас есть что особенного? Давайте мы к вам подойдем. Грибочки у нас. Моральный корень здесь есть. Варенье, смотрите, здесь есть. Варенье разные все грибы. наши, грибочки все наши, мед. А как вы считаете, вот такой вопрос, немножко философский. Счастливы ли люди в вашей деревне? В большинстве своем. Кто работает, кто не ленится, тот счастлив. А кто сидит, плачет, что вот нету денег, у того нет ни картошки, ничего. Вот ему бы дали кто-нибудь бы, а он бы не работал. Я считаю, что это великая Да. цитата. Вот тут такая будет надпись, как у Дудя. Кто работает, тот и живет. А кто там плачется, те у них и картошки нет. Ничего нет, да. Да. Спасибо вам большое, дайте 5. Ай, базара. А давайте я куплю, наверное. Давай, мой хороший. Блин, я хотел вот медвежий жир купить, не в обиду вам, А конечно. пихтушечку у меня возьми. Все, давайте, медвежий жир здесь, пихту здесь. Давайте я покупаем, и сейчас мы сразу узнаем цены. Вот смотрите, собачий жир есть, сурчиный жир. А облепиховое масло, какое у нее есть особенность? Для желудка очень полезно, рано заживляющий. А медвежий жир сколько стоит? Вот такая 4. банка. А его как пить? Его в чайную ложечку в молоко в горячее размешиваете хорошо и принимаете, желательно на ночь, чтобы прогрело. От кашля очень хорошо. Это от Пневмония. бронх, пневмония, Да, астма, да. наверное, да? Все круто. Давайте я беру медвежий жир, облепиховое масло. А к вам я иду правильно, за пихтой. Сколько я должен за вот это? 4,3, 7 тысяч. Вот за вот это мы должны 7 тысяч. Масло 2,5. 2,5. Ну, то есть, короче, на 10 тысяч вы можете купить 3 вот этих элемента и, в принципе, довольные отсюда уехать, лечить себя, наслаждаться банькой, перед сном пить медведя. Да, если болит желудок, выпить масло облепихового, кайфовать и будьте такие же, как эти счастливые люди. Сердце Рудного Алтая, третий по величине город Восточно-Казахстанской области и место, где Гдынмухамед Кунаев начинал и строил свою карьеру. Мы в Риддере, друзья. Давайте же посмотрим, как живут люди в этом реально прекрасном месте здесь. Просто невероятно красиво, друзья. Мы начинаем. Город Риддер Восточно-Казахстанской области, до 2002 года Лениногорск. Центр горнодобывающей и металлургической промышленности. Большинство жителей трудится на предприятии ТО «Казцинк». Город находится в горной котловине, что придает ему необычайный шарм и расположен он в 800 метрах над уровнем моря. Риддер является крайним пунктом не только в нашей стране, но и завершает европейский маршрут Е40 длиной в 8000 километров, который начинается с Франции и пересекает целых 10 стран. Население Риддера около 48 тысяч человек, и этот город является одним из центров лыжного спорта. Риддер назван в честь горного офицера Филиппа Риддера, который открыл здесь рудник и основал рабочий поселок, впоследствии ставший городом. Если этот человек открыл город, то, видимо, люди, которые писали вот тут вот маркером надписи, хотят его закрыть. Друзья, ну, это же не Акимат виноват, не кто-то другой, это же люди сами делают. Ну, зачем? Зачем просто? Этот человек основал, в честь него памятник и вот такая вот фигня. Давайте, друзья, будем чуть социально ответственнее и такой херней не страдать. Ну, уже, это вообще не модно уже. Когда-то давно, может, было, сейчас. Фу. Как только мы заехали в город, наш водитель перепутал поворот, и мы заехали во двор жилого сектора, точнее, что от него осталось. Пусть случайно, но не зря мы здесь оказались. Эти люди являются жертвами лесного пожара, который разгорелся в Риддере 10 мая, и из-за сильного ветра огонь перекинулся на близлежащие дома, и в результате пламенем были охвачены 35 жилых домов. Во время трагедии погибла женщина, а также было немало госпитализированных. К счастью, герои нашего репортажа не пострадали и рассказали нам эту страшную трагедию своими глазами. Только хотел пахать под картошку, ну, под картофель, землю. Она выходит, говорит, сообщение пришло, что пожар у нас там. Я посмотрел, дым вдалеке, а потом ветер-то сменился, и видно, что дым-то все больше и больше сюда. А он все как загудел, вот такой вот, прямо гул такой страшный, и небо вот черно-красное.
Я сказал, Это паровоз от тебя едет. Это как, такой был. Такое чувство. И насколько быстро это развивалось? Очень быстро. Я еще до этого я ей сказал, говорю, ты просто приготовь документы, там какие вещи необходимые. Машину с гаража выгнал. А потом, когда посмотрел-то, что чернота-то вот эта вот идет, я успел, собаку отстегнул, кричу, говорю, бегом в машину. Машину прыгнули и поехали. Я назад посмотрю, а наш дом уже горит. Сзади меня пожарная машина подпирает. Деваться некуда, я потом уручу, попытался проехать. Колесо пробил, машина, все, встала у меня. Я ей кричу, беги, иначе это. Но она убежала, а мне куда машина, я с машины, елки, и все дымом окутало. Этот дом горит, мне деваться некуда. Сижу в машине. И ветер, вот я говорю, ветер просто сменился в эту сторону, как дунуло. И все, и вот сразу чисто так стало. Это она туда пошел. Я скорее с машины выпрыгнул и туда к дороге побежал. То есть, если бы ветер не сменился, бы я бы сгорел бы. Вот здесь вот был гараж. Вот здесь вот был наш дом. Там теплица была. Здесь вот баня. Здесь постройки были хозяйственные. Все сгорело. Все. Расскажите ощущения вот эти, когда... Вы знаете, честно говоря, я вот не испытал ни страха, ничего. Вот просто какая-то вот пустота вот была. И все. Безысходность. В раз все потерять. Раз. И вот, честно, вот, я говорю, вообще ничего даже, абсолютно никакого, ни страха, ничего не было. Просто пустота. За 2 минуты потерять все. Это уже было потом. Ваше главное сокровище вон в том. Да. В крапом халате ходит рядом с вами. Это точно. Да. И поддерживает. Ну а как? А мы вот вдвоем, а с кем? Друг за дружку вот так вот и держимся, друг дружку вот так вот и поддерживаем. А у многих людей есть много имущества, много дворцов, но нету вот таких вот рядом вот людей. В том, да, нету счастья такого. Да. Так что, а так, хоть в гостинице, хоть в новом доме, хоть в старом, зато вместе. Зато мы вдвоем. Да. Это и спасает его. Эта история тронула меня до глубины души, ведь в этом раскрывается суть нашего менталитета, которым мы гордимся. Сразу после пожара пострадавшим помогали волонтеры и народ, который отправлял гуманитарную помощь со всех уголков страны. Кстати, для пострадавших строят новые дома под личным контролем президента, который мы обязательно посетим. И при этом старые земли остаются во владении хозяев. А компания Кассинг оплатила погорельцам проживание и питание в отеле до момента, пока они заселятся в новые дома. В такие моменты ты понимаешь, что сила в единстве, и очень приятно осознавать сплоченность нашего народа. Затем мы прогулялись по зеленому городу, где практически в любой точке открывается красивый вид на горы. Многие дома стоят с советских времен и сохранили первоначальный шарм. Риддер сильно напоминает Алмату 80-х годов, и невольно создается впечатление, что ты уже когда-то бывал здесь. Если говорить об ассоциациях, то Риддер мне напомнил город мечты из произведения «Атлант расправил плечи», и невольно появляется желание спросить, кто такой Джон Голд. А затем мы взяли интервью у того, у кого на звонке стоит гимн Казахстана. Когда представляет Акима города Риддера, там играет гимн. Это Аким города Риддер, Горьковой Дмитрий Анатольевич. Кстати, это первый Аким, который вышел к нам навстречу и согласился дать ответы на любые вопросы. У кого, как не у Акима, спрашивать, как вообще живут люди в Риддере, счастливы ли они, по вашему мнению? Большинство людей, конечно, довольны, так как есть работа в городе. Когда есть работа, я считаю, что человек, в принципе, когда где-то чем-то задействован, то, соответственно, и жить ему легче, и жить ему хорошо. Еще такой вопрос. Смотрите, мы только что проехались по центру города, и здания напоминают вот Советский Союз, у них есть особый шарм и архитектура. Но было бы круто, если бы их немного отреставрировать, оставить эту стилистику ретро, да, будем говорить. Выделяется ли какой-то бюджет на реставрацию зданий, хотя бы даже в центре города, или же нужно для этого отдельную инициативу какую-то проявлять? Ну, смотрите, я понимаю, о чем вы говорите. Когда я сюда приехал, скажем так, я был немного удивлен, что в таком состоянии находится. Это в основном жилой сектор. Да. Это именно пятиэтажные дома. Но вы понимаете, что на сегодняшний день собственниками, объектами кондоминиума являются сами жители. То есть, в первую очередь, о своем жилище, о своих объектах должны в первую очередь заботиться они. На сегодняшний день, буквально с этого года, законодательно появились как бы моменты, где государство может участвовать. Мы сейчас на следующий год рассматриваем этот вопрос, хотя бы центральную часть за счет местного бюджета как-то отреконструировать. Круто. Да. А как у вас
вас происходит обратная связь с жителями города? Любой житель может всегда в любой момент прийти? В любой момент есть определенные дни. Это последняя пятница месяца, то есть я принимаю. В принципе, те люди, которые приходят независимо от дня приема, я, в принципе, ни одному не отказал. Я всегда с людьми стараюсь быть, скажем, в контакте, в общении. Можете ли вы назвать себя народным акимом, как вы считаете? Ну, это не мне говорить, это говорит народ. Давайте перемотаем время назад, вспомним 10 мая этого года, когда случился вот этот злосчастный пожар. Вот эта ситуация, ну, как бы, она показала, что народ города сплотился, то есть неравнодушных не было. Действительно, со всех регионов Казахстана шла помощь, как финансовая, так и одежда. Одежда, все, то есть продукты питания, финансовые средства шли со всех регионов Казахстана. Был открыт фонд. Заснимите, я не боюсь вас. Тупорылые, штаны только просиживаете свои. Всяко бывает. Без этого. Народу вам толку, вот, нету дела. Не без этого, не без этого. Всяко бывает. Я говорю, сколько людей, столько мнений. Пусть знают все. Давайте мы с вами поговорим. Если честно, я сам растерялся в этой ситуации и просто в ступоре наблюдал за Акимом и бабушкой, которые одновременно говорили абсолютно противоположные вещи. Мы попытались поговорить и с ней, но она была настроена не совсем позитивно. Отстаньте от меня. Мы помочь хотим, а мы хотим правду показать. Мне помочь. Я уже все сказала. Но мы не сняли вас. Стой, толку я одна. Видите, вон крыса пошла. Вон она. Я ей говорю, она умеет. Видите, ну что толку, что я одна? Ну давайте поговорим с вами, скажите, вас вся страна увидит. В любом случае, уважаемые зрители, мнения и выводы нужно делать вам самим. Наша задача вам показать все как есть. Мы только что поговорили с Акимом, сейчас попробуем пообщаться с жителями, и вы уже для себя сформируете реальную картину, какая она есть. Да, ешқандай жамандық жоқ, сол интернетте шығады, ол Восточный Казахстан снимаем, Усть-Каменогорск, Риддер, Семей, и с жителями общаемся. Біз мақтанамыз, әдемі қаламыз, курортный, бәрі бар, баршылық, пенсиямыз жақсы ма? Жақсы. Да. Сізге жетіп жатыр? Жетеді. 2020 жылдан аяғынан жаңа әкім бар сізде. Әкімді білмейміз, жұмысымыз жоқ. Әкім туралы ештеңе айта алмаймыз, бірақ жағдайымыз жақсы, өз жағдайымыз. Біздің Өскеменде мысалы үшін әкімшілік онша емес. Бізде бұрын Сапарбаев деген кісі болған, өте жақсы болған, шын айту керек. Ал енді Даниил Ахметович келгеннен бері мысалы Өскеменіміз өте кір болып кетті. Білмейміз, бізде қазақша көше жоқ. Бүкіл көшелердің аттары орысша, и Қонаева бар, біреу, екеу. Свердловск, Барнаул, Новосибирск, неше түрлі көше. Гагарин, Ленин, баяғы. Қазақша көше болған жақсы еді. Абай көшесі, или болмаса қандай, Төле би көше деп Алматыда айтылды ғой. Типа сондай көше болып тұрған жақсы деп ойлаймын енді өз басым. Басқадай минусты айта алмаймыз. Жақсы, бәрі күшті. Адамдар туралы сөйлесейік. Риддердің адамдары бақытты ма сіздің ойыңызша? Деп ойлаймын, өте керемет. Орыстармен көп жұмыс істедім бірнеше жыл. Жалғыз қазақ болып істедім. Потом мен пенсияға кетіп қалсам, вернись родина деп олар шақырады күніге. Орыстарымыз өте жақсы. Көршілеріміз түгел орыс, бәрі жақсы. Уважаемые бабушки, вы подружки? Нет, совершенно не подружки. Просто случайно, знакомые. Случайно пришли, не подружки. Всех, каждая по отдельности случайно пришла. Где скамейку увидим, так и сидим. Здравствуйте. Здрасте. Вы житель города Риддер? Да. Да. Что вы можете сказать о своем городе? С детьми негде. Угу. Абсолютно негде. Абсолютно никаких ни развлечений, ничего. Вот единственная лакомка и все. Вот этих батутов понаставят город и все. И во дворах горки вот эти понастроили, детские площадки. Раньше фонтаны работали, возле фонтанов еще маленько посидел. Здесь дети бегали, играли, тут купались они. А сейчас никаких. Вот, пришел на лавочке, посидел и все. А сколько давно не работает этот фонтан? А он, это в этом году у нас ни разу не запускался. А для взрослых есть какой-то досуг? Есть чем заняться? Пивбаров до хренища. Кафе, пивбары.
Мы находимся в 50 метрах от Акимата, где мы только что разговаривали с Акимом. И жители жалуются на фонтан, который в этом году не работает и в прошлом году кое-как иногда работал. В принципе, насколько я смотрю, его состояние уже ухудшилось очень сильно и, видимо, он требует ремонта. Уважаемый Дмитрий Анатольевич, вы с нами только что были на контакте, мы с вами общались. Если вы это смотрите, слышите, пожалуйста, исправьте фонтан. Я уже не говорю в этом году, да, сейчас август месяц уже, ну хотя бы в следующем году, потому что жители говорят, что некуда сходить с детьми вообще. Мы пришли в парк Айгерим, и знаете, вот мы уже немало погуляли по городу Риддер. Он, кстати, небольшой и очень легко здесь перемещаться. И немножко устал, дай-ка я присяду на лавочку, отдохну немножко. Классная лавочка, да. И таких вот, как вот это, очень много в парке. На самом деле, местные жители говорят, что прошло всего не больше 2 лет, как его построили, но состояние оставляет желать лучшего. В принципе, я не скажу, что прям страшно все. Здесь есть турники, есть какие-то беседки, но как минимум на 50% этот парк уже разрушился. То есть лавочки сломаны, вообще они вот без ничего получается. Урны я заметил всего 2 на весь парк, которые тоже полные. И вот на турниках, на площадке, сейчас вы, собственно, на экране все это увидите, состояние оставляет желать лучшего. Но по нашему мнению, что после того, как построится парк, он как минимум 5 лет должен оставаться в нормальном состоянии. Просто, видимо, недобросовестные отчасти подрядчики попались, которые где-то не дожали, потому что спустя 2 года парк уже не совсем в лучшем состоянии. Но будем надеяться, что все исправится и жители будут гулять в красивом, чистом, полностью оборудованном парке под названием Айгерим. Давай пройдемся по плюсам и минусам вашего города. Что скажете об этом? Ну, плюсы у нас природа хорошая, в принципе, горы есть. Но не сказать то, что чисто. В принципе, люди мусорят, но это минусы уже. А из минусов, прям помимо мусора, что еще скажете? Помимо мусора, я не знаю, ну то, что у нас площадок слишком мало для детей, которые там играются, футбол, например. Да. У нас есть, например, в 3-м микрошепело это площадка, и вон у нас на 4-м это микрорайоне. Личный вопрос от меня. Девушки красивые у вас в городе? Казашки красивые. Казашки. Смотрите, наступил 2050 год. Казахстан 2050. И вы, как представитель молодого поколения, какой будет Казахстан в эти годы, 50-е? Надеюсь, даст Аллах, все получится. Вот сейчас на камеру перед всеми жителями страны обещаете, что будете работать во благо Родины и не будете давать и не будете брать взятки? Даете слово? Не, взятки брать не будем, но то, что тут работать, но это еще точно же не знаем. То есть вы обещаете на камеру, как минимум 2 человека в нашей стране уже отказались от взяток полностью, да? Слово пацана. Так что, ребята, если вдруг кто-то увидит их на взятках, то можете смело сказать: Славка, ты не пацан больше. Ты коррумпированный не пацан, если он так сделает. Все, красавчики, пацаны, спасибо вам за интервью. Общение с местными жителями очень согревало своей атмосферой, и мы все больше и больше чувствовали ритм этого города, и тут произошло неожиданное событие. К нашему гиду позвонили неизвестные люди, и он передал мне трубку. Человек в трубке, мягко скажем, предупредил нас, чтобы мы не ехали в район новых домов, построенных для жертв от пожара, и не снимали там, цитирую, компромат. Мы ему деликатно объяснили, что наш проект преследует только объективную оценку, и этим звонком он лишь заинтересовал нас вдвойне. И нам стало интересно, что же скрывается за строительством этого микрорайона. Просто вот этот звонок с вашей стороны, он выглядит как некоторое давление. Несмотря на угрозы и давление, мы отправились прямиком к новым домам. Друзья, мы приехали в район Ботаника. Здесь строятся те самые новые дома для пострадавших от пожара. Сейчас мы пообщаемся с жильцами, узнаем, как они здесь живут. Вы переселились в новые дома, которые для вас построило государство. Можете рассказать ваши первые ощущения? Вы недавно заселились? Ну, я 3 дня. 3 дня? Да. Что скажете про эти дома, про состояние внутри, как вы себя ощущаете? Ну, все, я хорошо, мне нравится все. Да. Все устраивает. Да, я классно. очень благодарна государству. Я, конечно, что они нас не бросили меня в трудную минуту. И при этом дома достаточно качественные, да? Я вот вижу, смотрю Ну да. на окна, на все вас Ну да. устраивает все, да? Да, да. Вы можете рассказать про свой дом? Вы тоже в один из новых домов заселились? Да. Да, что вы скажете?
принципе, дом неплохой, да, строители постарались, конечно, без каких-то проблем не бывает, что что-то не доделали. А так, в принципе, все нормально. Да, в целом состояние дома вас все устраивает? Да, классно. устраивает. Осматривая район, мы встретили прораба объекта и жителя нового дома. Ну, в целом, конечно, большое спасибо вот строителям, то, что нас не оставили, когда своя крыша есть над головой, уже какая-то уверенность появляется. Да. Ну, в целом, довольны качеством дома? В целом, да, ну есть вопросы. В принципе, мы сразу вот с Даниэром напрямую эти вопросы стараемся решать. И какие Ну, то замечания есть устраняем. он как прораб с вами на контакте, если вас что-то не устраивает, вы с ним обсуждаете, и вы там на месте сразу исправляете все моменты, да? Вот буквально. То есть контакт есть, главное. Конечно. Обратная Гарантия есть у нас. То есть еще год гарантии. Год гарантии, если что-то не так, по вашей компетенции, то вы исправляете. Потому что в течение года, я думаю, еще какие-то, если будут вопросы, мы сразу же будем созваниваться. Ну а так, в целом, ну, сами видите, очень красиво. Не хотим врываться в вашу личную жизнь. Можно ли внутри посмотреть, если с вашего разрешения? Ну, конечно, можно. Ну, единственное, может, там не прибрано. Ну, да. Проходите. Все. Итак, мы заходим в дом. Здесь вот сидели гости. Они освободили из нас комнату. Мы приносим извинения. Вот, это у нас кухня. Да, как я понимаю? Это студия. Кухня-студия, гостиная и кухня одновременно. Уже получается, дома вам предоставили в чистовой отделке? Да, полностью под ключ. Ну, в целом, по обоям, по стенам, по качеству, в принципе, все. Здесь претензий никаких нет. Вот еще одна комната. И там у нас ванная, туалет, да, я понимаю? Да, здесь туалет, ванна. Там дальше котельная, где будет, то есть вход в котельную отдельный, чтобы вход в котельную, грязь потом не санузел. В принципе, состояние домов мне понравилось. Они смотрелись неплохо как снаружи, так и внутри, а вид с этих домов открывался просто сумасшедший. Я уверен, многие из вас не отказались бы от такой панорамы. Порадовала меня и детская площадка, которая должна была вот-вот достроиться, да и коммуникация между строителями и жителями налажена. Ну вот, могут же, когда хотят, но все же мы нашли один минус. Есть единственная небольшая непродуманность, это то, что нету подъездов во дворы. То есть есть вот забор у нас, да, для машины условный заезд, но здесь вот перекрытым бордюром. Как мы думаем, подрядчики, которые строят дорогу, и подрядчики, которые строят дома, это разные компании. Я думаю, это в принципе легко можно исправить, просто открыть вот эти дорожки. Поэтому вы там между собой как-нибудь встретитесь, не знаю, чай попейте, в кафе посидите. Но это уже мелкий минус, до которого можно просто лишь бы докопаться. Мы стали свидетелями вот этой большой эпопеи с пожаром, да, что люди пострадали, что для них построили новые дома, и мы сняли их эмоции. Но произошел один непонятный и очень неприятный инцидент. Дело в том, что когда мы снимали интервью по городу, к нам поступил звонок от некоторого человека, который сказал: вы что, собираетесь поехать туда, где строятся новые дома? Меня очень сильно разозлил и вывел из себя этот звонок. Если все нормально, все в порядке, вы уверены в своей работе и вам не о чем переживать, зачем тогда делать такие звонки? Не знаю. Ну, может быть, они боятся... Реально, бывает, наверное, в интернете какие-то блогеры, оппозиционеры, которые не объективно хотят лишь бы ругаться, лишь бы напрягаться. Но это не так, все нормально, мы объективны. Есть плюс, мы респектим. Есть минус, мы говорим плохо, давайте исправлять. Поэтому, Ридер, круто, мы едем дальше смотреть тебя. Пока нам все нравится. Как любитель футбола я не мог не посетить футбольный стадион. Мы пришли на стадион «Сокол», точнее на буквы, которые от него остались. По словам местных жителей, 3 года назад здесь выделялся немаленький бюджет. 70 миллионов, я не говорю точно, потому что это по словам местных жителей, нет проверенной информации у нас. Но, судя по всему, как рассказывают люди, то, что эти деньги, видимо, не дошли, потому что состояние стадиона никакое, не то чтобы даже плачебное. Видно, что газон в прошлом году был в более-менее нормальном состоянии, но сейчас он зарос. На месте беговых дорожек асфальт без какого-либо покрытия, и то подшатанный. Ну, о трибунах я вообще, в принципе, молчу. Но, что сказать, давайте вытаскивать плюс тоже из этого. На самом деле, фон стадиона очень классный, горы, и самого формата он такой круговой, красивый. В потенциале это может быть вообще великолепным местом для спортивных мероприятий. Но в данный момент очень плохо. Ну что ж, город Риддер, у нас сегодня был целый день, чтобы посмотреть на тебя. Маленький, но очень-очень гордый и невероятно
животрепещущий, голову сносящий, красивый город. Вот что я могу сказать об этом городе. Если говорить о минусах, конечно, они есть недочеты в виде стадиона, не хватает детских площадок, где-то мусор. Если говорить о жителях, люди, которые работают, у которых мы хотели спросить зарплату, они сегодня отказывались от интервью. Я не знаю почему, но практически все нам отказали. С нами поговорили только либо пенсионеры, либо дети. И исходя из них, мы сделали некоторые выводы, что в целом люди здесь живут счастливо. Спасибо тебе, Ридер. Лично от себя добавлю, что я еще вернусь сюда отдохнуть, просто так и покайфовать. А я пока побежал смотреть на вот этот вид! Спасибо, Ридер! Вот и подходит к концу наше путешествие по восточному Казахстану. И время подводить итоги. Хаким, как тебе Восток? Ты знаешь, мне кажется, Восточный Казахстан, а именно Катон-Карагай, это самое красивое место не только в Казахстане, но и в мире. Вау! Да. Но мое мнение, что насколько здесь красиво, настолько же здесь и хватает своих минусов, которые, ну, в принципе, вы видели, друзья, вместе с нами, что проблем здесь достаточно. Да, и вы знаете, мы наконец-таки со Сулбеком поняли фразу «Восток – дело тонкое». Это не объяснишь словами, это надо приехать и прочувствовать самому. Если говорить о людях, то они тоже максимально разные. В каждом регионе своя характерность, свой колорит, и каждому нужен индивидуальный подход. И лично для меня Восток, ты такой разный. Да, друзья. Усть-Каменогорск, Бухтарма, Риддер, Катон-Карагай и, наконец-таки, Семей. Спасибо вам. Без идем. Мы дома, друзья. И мы едем дальше. Расскажите главный плюс и главный минус вашего города. А грустить, значит, сюда надо приходить. Обязательно. Да, смотреть на мосты вот эти вот, да. Дорогие друзья, даже неохота брать интервью у этих девочек сейчас. Просто мы посидим сейчас, секунд 20, погрустим вместе. Можно, да? Вы не против, если я с вами погрущу? Не против. Не против? Спасибо. Нет, так нельзя же в телефоне грустить. Надо без него вот так, хотя бы с блокнотом ручкой. Давай 10 секунд вдаль посмотрим вместе. Вон туда вот. Так. Ну что, погрустили и хватит. Семей, мы едем дальше. Спасибо, девчонки. Дайте 5. Сказать? Да. Семей для грустных. Ну тут такую цитату выведем. Семей для грустных. Да, все, дайте 5, девчонки. Не грустите, жизнь прекрасна.